татарского ресторана, где традиционно встречает Новый год семья Серазиевых, хлопочет хозяйка Коризанда. Это тесто у нас приготовлено для чак-чака. Чак-чак готовится очень редко, только по особым таким праздникам, потому что если его готовить, то его готовят в больших количествах и готовят в основном на большое мероприятие. Чак-чак – это у нас жареное тесто. Сейчас мы быстренько порежем. Сама я очень люблю этот чак-чак. Он золотистый, красивый, он очень воздушный. Когда его кушаешь, он хрустит во рту. Затем тесто обжаривается во фритюре и смешивается с теплым медовым сиропом. Знаменитая татарская сладость готова. Какой стол может быть без чак-чака? Эмилия сейчас покажет, как она его вкусно кушает. Покажи, Эмилечка. Вот, как она его любит. С удовольствием она его ест. На Новый год мы традиционно готовим зурбалеш. Из курицы в данный момент бывает из телятины делают. Треугольники – это эчпочмаки, те, которые мы выпекаем. Тоже у себя и с удовольствием едим. И про эчпочмаки уже ходят и легенды, то есть о нем знает практически весь мир. Настоящие татарские треугольники эчпочмаки готовятся из баранины или говядины и картофеля. Сырую начинку заворачивают в тесто так, чтобы в центре треугольника оставалась дырочка. Через нее в процессе выпекания в эчпочмак доливается мясной бульон. Блюдо получается невероятно сочное. У нас подают такое блюдо, называется казан-кызган, что в переводе с татарского означает раскаленный казан. Полкило барашка, укладываем жареную картошечку, болгарский перец, помидоры. Казан олицетворяет, собственно говоря, единение и гостеприимство.